С головой уйти в искусство. В Чебоксарах первым выпускникам школы чувашской вышивки вручили сертификаты об окончании курсов. Мастерицы разных возрастов, профессий и степени подготовки на протяжении 3 месяцев учились своими руками создавать настоящее произведение искусства. Платок был вышит с помощью тамбурного шва. Стежок за стежком, и на наряде этой куклы появились национальные узоры и орнаменты. В руках выпускницы школы чувашской вышивки ее первая работа. Ольга Калитова признается, в творчество ушла с головой и порой за работой не замечала, что на улице уже светает. Всегда нравились куклы в чувашских костюмах. Самой хотелось изготовить. Вот, наконец, с помощью преподавателя итог моей работы в моих руках. Первый набор в школу национальной вышивки состоялся в ноябре. За парты тогда сели 24 ученика. Все они успешно завершили курс. Позади лекции, мастер-классы, выполнение домашнего задания. Рукодельницы обучались мастерству каждую субботу у ведущих специалистов из этой отрасли. Людмила Волкова из Чебоксар, придя в школу, решила бросить себе вызов и достичь высокого уровня мастерства. Поэтому сразу взялась за сложные швы. Теперь хочет поделиться полученными знаниями со своим сыном. Мой сын смотрел, как я это вышиваю, и тоже захотел научиться. Ему всего 4,5. Обучаясь, мы получили не только практику вышивания, но и теорию знания о вышивке, о национальной одежде, которая помогает осознанно создавать узоры. Среди наставников в школе вышивки опытные мастерицы, которые создают чувашские орнаменты уже более 4 десятков лет. Идею создать в республике свою национальную школу вышивки в 2020-м озвучил глава региона Олег Николаев. И вот спустя меньше чем через 2 года первые выпускники получили сертификаты об окончании курса. В 2022 году Национальный музей получил грант главы Чувашии на уже создание школы национальной вышивки для того, чтобы иметь максимальные возможности, для того, чтобы тиражировать мастерство и знания, которые есть у чувашских мастериц, и доводить эту информацию не только до жителей Чувашии, но и до регионов, где компактно проживают чуваши. Сейчас идет набор на очередной учебный курс. Первое занятие состоится уже 26 февраля. Елена Михайлова, Елена Дмитриева, Александр Семенов. Вести Чувашия.